Он хоть и англичанин, а вот думает, как и Пушкин, тоже по-русски. В Казань на несколько дней приехал известный телеведущий НТВ Джон Уоррен. В столицу республики его привела не только съемка его собственной кулинарной передачи «Поедем, поедим», но и давнее желание посетить нашу столицу. Почему в него стреляли, какой на вкус татарский шпишмак и что из Пушкина на память цитирует Джон Уоррен, теперь знает Айнур Зинатуллин. Товарищ веер, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна. Эмоционально раскрепощенный, позитивный и превосходно владеющий русским, пушкинским языком. Для журналиста Джон Уоррен настоящий подарок и большой сюрприз для случайных прохожих. Ой, здравствуйте, я вас, по-моему, знаю. Здравствуйте. Поедем, поедим? Джон, очень приятно. Аида, очень приятно. Аида. Вот уже год кулинарный проект НТВ «Поедем, поедим», где Джон, бессменный ведущий, стабильно держится в верхних строках рейтинга. Если в Англии меня видели так, мне бы сразу отвезли всех дома. Героями его шоу каждой недели становятся кухни стран мира. Перу, Таиланд, Муром, Великий Устюг, Лондон. Всех не перечислить. Теперь и Казань. У нас есть такое национальное блюдо, называется очпочмак. Как? Очпочмак. Очпочмак. Да, ну по-русски треугольник. Вы пробовали такое блюдо? Нет. Угостить, а заодно и узнать, какой он татарский очпочмак на вкус известного гурмана. И приятно, и волнительно одновременно. Ну как, вкусно? Очень. Но это беспроигрышный вариант. Говядина, картошка, лук. Это великое сочетание. Спасибо по-татарски. Рахмат. Рахмат? Да, рахмат. Рахмат? Рахмат. Пожалуйста. Роман с Россией у известного телеведущего кулинарного шоу Джона Уоррена длится уже 22 года. Впервые в Москву он приехал в 91-м. Кадры, где Ельцин на танке штурмует Белый дом, по его словам, стали первым звонком. Нужно срочно ехать в Россию. После приезда первое время торговал зерном, работал в банке, даже экспортировал подсолнечник. Времена были сложные, признается известный ведущий. Остался он здесь даже тогда, когда в Москве его чуть не лишили жизни. Когда я упал на землю, он взял мою шею и за спиной, у меня руки в наручниках, взял мою шею и вот отсюда. Ну все. Но это было еще стремление не уехать отсюда, потому что, ну, когда это уже случилось, ну, а что может еще случиться? Но эти времена, по словам Джона, уже давно позади. Впереди новые проекты и новые страны, и даже новые языки. Пытаюсь сейчас потихонечку разобраться с тайским языком. Тоже очень интересный язык, но есть 4 интонации, а вот этого у нас нету ни на русском языке, ни на английском. Очень красивый город на самом деле. Правда, я привез с собой типичную английскую погоду, но если честно, ну, не всегда получается видеть все, что я бы хотел, да? В Казани Джон Уоррен пробудет еще 2 дня. Репортаж о татарской кухне глазами англичанина выйдет в конце июня. Айнур Зинатуллин, Игорь Романов. Столица.